Привет, друзья рыболовы! С вами ваш верный гид по подводному миру, готовый поделиться самым свежим и точным прогнозом клёва на четверг, 16 октября 2025 года. Приготовьтесь, ведь этот день в Нидерландах готовит нам много интересного. Мы разберем, как осенняя погода, фаза Луны и температура воды повлияют на настроение рыбы. И главное, я дам вам конкретные работающие советы, чтобы вы вернулись домой не с пустыми руками, а с трофеями. Взгоррер. Прогноз по видам и тактикам. Давайте перейдем к самому главному. Кто и где будет клевать и на что его ловить. Октябрь – это традиционно время хищника, но и белая рыба может порадовать нас активностью, если знать, где искать. Щука. Моя любимая зубастая красавица. В этот день щуку, друзья, стоит искать в местах с перепадами глубин, на бровках вдоль камышевых зарослей и вблизи коряжника. Холодный воздух и умеренная температура воды заставят ее искать укрытие и место, где можно постеречь добычу. Также обращайте внимание на участки с более мелкой водой, куда может выходить за кормом мелочь. На что ловить? Ваш верный друг – спиннинг. Используйте крупные воблеры Минноу длиной от 10 до 15 см натуральных расцветок. Не забывайте про силиконовые приманки, виброхвосты и твистеры от 8 до 12 см на джиг-головке весом от 10 до 15 граммов. Моя маленькая хитрость. При слабом клеве попробуйте крупные вращающиеся блесны или медленно тонущие свимбейты. Судак. Этот клыкастый боец будет активен, особенно в глубоких местах рек и озер. Ищите его на русловых бровках, свалах и у ям. Судак очень чувствителен к давлению, и если оно будет стабильным, как ожидается, он вполне может выйти на жор. Раннее утро и вечер – его время. Тактика. Джиг-спиннинг – наш основной инструмент. Приманки. Узкотелые виброхвосты и твистеры от 7 до 10 см. Цвета. От кислотных до темно-коричневых. Hľadajte ich v blízkosti prekážok, ale aj na pličinách, kam občas vychádzajú za potravou počas teplejších častí dňa. Pre ostrieže sú ideálne malé gumové nástrahy, rotačky alebo malé woblery. Jemná prívlač s 10 až 15 gramovými nástrahami, bude to pravé. Ak zbadáte krdel drobných rybiek, ktoré panikária, buďte si istí, že ostrieže sú na blízku. Kapor. Cyprinus carpio. Ani kapre neodpočívajú. Pred zimou sa potrebujú vykrmiť, takže budú príjmať potravu celkom aktívne, hoci už nie tak agresívne ako v lete. Hľadajte ich v stredných hĺbkach a na pokojnejších miestach s bahnitým dnom. Lov na položenú alebo feeder s kukuricou, červami alebo peletami s orechovými či korenenými príchuťami bude dobrou voľbou. Nezabudnite do krmnej zmesi pridať hlinu, ktorá vytvorí v čistiacej sa vode lákavý zákal. Teraz sa pozrime na kľúčové podmienky pre 16. októbra 2025. Počasie. Podľa predpovede nás čaká deň s miernym dažďom, ktorý by mohol byť aj so snehovými prehánkami. Teploty vzduchu sa budú pohybovať medzi 2 a 6 stupňami Celzia. Vlhkosť vzduchu bude pomerne vysoká, okolo 82%. Tlak vzduchu v Bratislave sa očakáva okolo 991 hektopaskalov, čo je relatívne nízka hodnota naznačujúca premenlivé počasie. Mierny severozápadný vietor môže byť citeľný. Takéto počasie s miernym poklesom tlaku a dažďom často aktivuje dravce, zatiaľ čo biela ryba môže byť opatrnejšia. Ryby vnímajú zmeny tlaku a často sa pred zhoršením počasia krmia intenzívnejšie. Teplota vody. Teploty vody v slovenských nádržiach sú v polovici októbra na úrovni približne 10 až 15 stupňov Celzia. Napríklad na Orave je to 12,9 stupňa, Liptovská Mara 13,4 stupňa a Zemplínska Šírava 14 stupňov. Táto teplota je
pre ryby, najmä dravce, stále veľmi priaznivá na aktívny lov a hľadanie potravy pred prichádzajúcou zimou.